Сотрудники всех метеостанций планеты ежедневно в одно и то же время по Гринвичу производят замеры температуры, влажности, скорости ветра и других показателей. В том числе и на метеостанции Гушары, расположенной на 42-м километре автотрассы Душанбе-Худжанд. У нас 23 числа день всемирной метеорологии. Как будете отмечать? Как? Мы будем радоваться. Шашлык, как всегда, традиционно. Пригласим всех. В целом в Таджикистане таких метеостанций 56 и еще почти сотни гидропостов. А все потому, что республика имеет обширную горную территорию. Когда на севере идет дождь, на юге светит солнце. Белые будки с отверстиями в корпусе, которые установлены на метеоплощадках, имеют термометры. Термометр смочный. Белого цвета, чтобы не нагревались на солнце. С отверстиями, чтобы измерять температуру окружающего воздуха, а не температуру внутри будки. Прибор, похожий на железный цветок, собирает осадки. Термометры в земле измеряют температуру почвы. Эта информация используется в сельском хозяйстве. По ней определяют, когда сажать, а когда собирать урожай. 3 часа. Проверяем. Как признается начальник станции Мирзо Раджаб, работа метеоролога, вопреки мнению большинства, очень ответственная. К примеру, от своевременных сведений о приближении грозы, наступлении селей зависит жизнь десятков людей. После измерения всех параметров на площадке составляется специальный шифр. Этот шифр един для всех метеорологов в мире. Далее данные по СМС отправляют в центральный офис гидрометцентра в Душанбе, где обрабатываются полученные сведения по республике и по граничащим с ним государствам. Затем они вводятся в специализированную программу на компьютере, которая рисует погодные карты. Но прогноз составляет не компьютер, а люди. По картам погоды, нарисованным компьютером, метеорологи прогнозируют, куда циклон пойдет дальше и как может повлиять на погоду в регионе. Сейчас очень стало легко работать, потому что сейчас очень много информации, очень много платформ, очень много, в общем, как инструментов для того, чтобы прогнозировать. Поэтому последние 10 лет у нас стали очень хорошие прогнозы, потребители очень довольны. Да, бывают моменты, когда микроклимат или там чисто орография подключается. Вот в таких моментах, когда мы не даем или даем, и оно не осуществляется, это только чисто такое, все-таки страна горная, и они полностью прям вот прогнозировать это невозможно. Даже вот крупные мировые центры, у них в среднем оправданность прогноза от 85 до 90%. И в таком же, ну, можно так сказать, и наши прогнозы в этом же пределе оправдываются. Точность прогнозов таджикского гидрометцентра составляет 85-90%, как, впрочем, и у остальных крупных мировых гидрометцентров.